Вы смотрите очередной выпуск «На страже», в студии Вера Макарова. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Трагедия в Булгуняхтахе. Пенсионер застрелил соседей, затем покончил с собой. 12 ножевых ранений. Убийца известного спортсмена предстанет перед судом. Криминальный дуэт. В столице задержаны подозреваемые в серии грабежей. Лудоманы в особняке. В Якутске накрыли подпольное казино. Наркотики в сигаретах. В колонии пресечена попытка передачи осужденным крупной партии наркотических веществ. А теперь обо всем подробнее. 24 мая текущего года около 2 часов 20 минут дня в следственные органы поступило сообщение о том, что в 3 домах, расположенных по улице Лесной села Булгуняхтах Ангаласского района, обнаружены тела 4 мужчин, женщины и 10-летнего ребенка с огнестрельными ранениями. По предварительным данным, 65-летний житель села, вооружившись гладкоствольным ружьем «Вепрь», пришел в дом своих соседей и на почве личных неприязненных отношений произвел несколько выстрелов в находившихся там женщину и ребенка. Следующей жертвой стал сосед, живущий в доме напротив, который вышел на шум. После этого преступник отправился в соседний дом, где совершил убийство 2 мужчин. Выжить удалось лишь 14-летней дочке погибшей, которая спряталась под кровать. В последующем он вернулся к себе домой и совершил самоубийство. По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по статье «Убийство 2 и более лиц, в том числе малолетнего». Прокуратура республики организовала проверку исполнения законодательства о профилактике правонарушений и преступлений. В ходе проверки будет дана оценка действиям, бездействию должностных лиц органов системы профилактики, в том числе правоохранительных органов. Расследование данного уголовного дела взято на контроль прокурором республики. Первым из средств массовой информации об этой страшной трагедии сообщило Якутское сахоинформационное агентство. На своем канале YouTube ИСИА опубликовала запись разговора жительницы Булгуняхтаха, которая рассказала подробности трагедии в селе. Этот человек приехал к нам на проживание с города Якутска в 2006 году. Купил у нас здесь устававший дом. Он вел очень замкнутый образ жизни, ни с кем не общался. Но при этом, по слухам, вроде бы у него были все разрешения на ружье. У него, по-моему, была с соседями всегда ссора. Он, был какой-то очень мнительный, и как-то он свою территорию очень охранял. Он все время считал, что дети бросают в его двор то камни, то мусор. Мания какая-то была у него, ага. Сегодня у него произошла эта ссора с соседкой по поводу того, что он опять начал предъявлять им претензии, что ее дети бросали в его двор камни. Он вначале убил Анну, потом ребенка, потом на шум вышел сосед, который напротив живет, Артамонов Алексей Гаврильевич, и он его застрелил возле калитки. Ага. Потом он пошел к соседям, которые живут справа от него, и их прямо в доме застрелил. Ага, 2, отца и сына. Люди, которые живут на этой улице, они позвонили в администрацию. Наш глава сразу поехал туда с землеустроителем. Как они безоружные, без него, что сделают тогда? А с Покровска у нас где-то час только езды. Пока ехала полиция, в течение часа, мы ничего не могли сделать. Полиция приехала, они отцепили дом. Это со слов рассказываю, да. Они отцепили дом, потом, они его пытались как-то выманить. Я не знаю, не выманить. В смысле, они бросали, там камни в окна, чтобы он в ответ отстреливался. А потом они услышали, видать, услышали, но я не знаю, как он, потому что снутри-то закрылся. Ага. Участковый зашел, все-таки рискнул. А он уже был, он себя выстрелил в себя. Он странный был, как-то жил очень отшельнически. В настоящее время в Булгуняхтахе работает группа психиатров и психологов. Слова соболезнования родным и близким погибших выразил глава республики Егор Борисов. В Хангаласском районе объявлен 3-дневный траур. 5 ноября 2017 года известный спортсмен, 3-кратный чемпион мира по кикбоксингу, председатель садово-огороднического некоммерческого товарищества «Сатал» Иннокентий Макаров вышел из дома и пропал без вести. По данному факту следственными органами было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное убийство».
Следствием установлено, что 5 ноября 2017 года 36-летний обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения находился в помещении бани, расположенной на придомовом участке бывшего спортсмена. Между мужчинами по незначительному поводу произошла ссора, в ходе которой обвиняемый нанес 12 ножевых ранений по различным частям тела потерпевшего. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте, а обвиняемый, осознав совершенное деяние, решил спрятать тело погибшего. Осознавая трудности осуществления задуманного плана в одиночку, он решил привлечь к этому своего родственника. Поместив тело убитого в багажное отделение своей автомашины, он позвонил дяде и попросил о помощи. Как установили следователи, в последующем мужчины вывезли тело в район 45-го километра Вилюйского тракта и, отъехав от проезжей части на расстояние около 400 метров, скрыли тело в снежном сугробе, после чего покинули место происшествия. Обнаружив исчезновение, родственники потерпевшего обратились в правоохранительные органы. На протяжении нескольких дней мужчина числился без вести пропавшим. Однако оперативники полиции установили местонахождение тела мужчины. Спустя непродолжительное время была установлена и личность подозреваемого, который дал следователю показания об обстоятельствах совершенного преступления. В ходе предварительного расследования следователям проведена большая работа по восстановлению картины произошедшего. Допрошено около 40 свидетелей, проведен ряд экспертных исследований, а также ряд следственно-оперативных мероприятий, которые объективно подтвердили обстоятельства совершенного преступного деяния. Свою вину в совершенном преступлении обвиняемый и его сообщник признали. Расследование уголовного дела завершено, материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу. А родственник обвиняемого предстанет перед судом по обвинению в укрывательстве преступления. На прошлой неделе в сети интернет распространились записи с камер видеонаблюдения, где одетые в спецодежду цвета хаки двое мужчин совершают дерзкие нападения на магазины Якутска. На этих кадрах ограбление одного из магазинов в Якутске. Злоумышленники действуют по хорошо продуманной схеме. Один работает с кассовым аппаратом, второй идет к охранникам. Продавец спит на своем рабочем месте. Проснувшись, видит, как ее кассу нагло обчищают. 6 числа по улице Петра Алексеева 66 тысяч взяли из кассы. На данный момент насчитано 6 эпизодов плюс одна попытка грабежа. Каждое ограбление заранее продумывалось. Видео одного из них даже попало в соцсети. Преступники всегда действовали вдвоем. Тот, что поменьше, студент якутского вуза, являлся мозговым центром их группировки. Заведение для грабежей выбирал именно он. Второй покрупнее ее силовой частью. Оружием при налетах намеренно не пользовались. По улице Петра Алексеева. Так как там находился охранник, они взяли кусок бетона. Один подозреваемый был ранее судим за разбойное нападение. Он отчетливо знал грань между разбойным нападением и грабежом, и ответственность за одно и другое преступление. Преступники планировали ограбить 10 магазинов, но их планам сбыться не удалось. Благодаря тщательной работе оперативников полиции Якутска, действовавших совместно с уголовным розыском МВД по Якутии, удалось получить информацию об их местонахождении. Открывай, открывай! Окна не смотри! Сюда иди, ничего не прячь! Сейчас дверь пилить будем. Тебе же хуже будет! Чтобы попасть к одному из преступников, бойцам Росгвардии пришлось выпиливать дверь, однако тот попытался скрыться, но полиция была готова и к такому повороту. Убежал! Во всех своих деяниях подозреваемые дали признательные показания. Они подробно рассказали, как совершали налеты и какие именно магазины пытались грабить. Как нам пояснил один из фигурантов, который как раз так был организатором, его задачей было еще попасться на большие объективы камер в разных местах, чтобы, скажем так, запутать органы. Общая сумма награбленного более 180 тысяч рублей. Учитывая рецидив одного из злоумышленников, а также серийность преступлений, лишение свободы грабителям явно гарантировано. Но решать это уже будет суд. Возбуждены уголовные дела по статье «Грабеж». 17 мая текущего года оперативными сотрудниками Управления Федеральной службы безопасности России по Республике Саха-Якутия выявлен факт проведения азартных игр вне игорной зоны. По данному факту следственным отделом по городу Якутску Следственное управление Следственного комитета России по Республике возбуждено уголовное дело. По данным следствия, игровой зал находился на территории частного домовладения, расположенного по Вилюйскому тракту города Якутска. Игры здесь проводились каждый день. Выручка от организации и проведения незаконных игр в день составляла более 70 тысяч рублей. Рассылка информации осуществлялась посредством мобильного приложения, в котором участники группы, численность которых составляла более 150 человек, оповещались о ставках, котировках, а также о времени проведения игры, акциях и количестве посадочных мест.
В исправительную колонию номер 3 общего режима, расположенного в селе Верхняя Бестя Хангаласского района, злоумышленники в течение нескольких дней пытались доставить наркотики в передачах для осужденных. Благодаря имевшейся оперативной информации, сотрудники исправительного учреждения совместно с полицейскими уголовного розыска смогли обнаружить и изъять запрещенные вещества, которые в обоих случаях были спрятаны одинаковым ухищренным способом в пространстве между табаком и фильтрами сигарет. 12 мая был изъят гашиш с общим весом более 2 граммов. Во втором случае правонарушители попытались передать осужденным не только масло каннабиса, но и спайс. Общий вес растительного зелья составил 0,865 грамм, а химического средства более 1 грамма. По данным фактам возбуждены уголовные дела. На этом наш выпуск завершен. Вы смотрели итоговый обзор «На страже». С вами была Вера Макарова. И помните, за каждое преступление наступит наказание.